живущая здесь ноги. А быстро издавалось с искусства. Я лица сыныргла. А быстро грязь, что он приходил. Я не могу поклоняться авторитетам. Для меня авторитет, мое убеждение, это такая эгоистка. Издырна щачабжак ге сыважлажжа чертарагасын зац схасанагис. Если бы не было бы у нас такого народа, не было бы у нас таких личностей. Если бы весь народ спокойно сказал, ну какая нам разница говорить на абхазском, сохранять свою культуру или нет. Лишь бы мы жили хорошо, слава Богу, край богатый, всем хватит, давайте все начнем заниматься личными интересами. Никто из вас, никто из нас никогда бы ничего не смог бы сделать. Народ, конечно, воспитывал в своей среде каких-то людей, у которых, может быть, какие-то данные были для того, чтобы питать пополнее эту боль народа, исповедовать это как свою личную мораль, как святыню, пронести с собой через всю жизнь. И все это, я считаю, благодаря народу. Хотя я понимаю, что очень важно, чтобы был кто-то, в ком сконцентрирована вся боль народа, который сможет через себя пропустить, прислушаться, уловить сразу, что и как, когда нужно делать, но именно впитывая в себя вот эти народные идеи во имя самого же народа, отказавшись от всего, что может быть его волнует как личное. Это мой взгляд. Я не считаю, что это истина последняя инстанция. Ну, мне так представляется все это. С детства я не переносила громких разговоров, вообще шума такого. Вообще у нас в доме не принято было громко говорить. Всегда говорили спокойно, тихо. Вот, неуверенно, так как-то мягко. Я бы сказала, иногда мама могла пошутить, там дать по попке. А папа был вообще очень спокойный. Он недовольства в словах не выражал. Взгляд его мог убить человека. Это лучше было, чтобы он побил, поругал, что хотите. Только бы вот этого не было, этого взгляда такого проницательного, такого глубокого. Между прочим, есть стихи, посвященные папиным глазам. У Кости Герхили и очень удачные арцевиплок. Это я вот иногда шучу, что я кошка, которая гуляет сама по себе. Я считаю, что к таким вещам никого нельзя привлекать. Я всегда была откровенна. Я, конечно, открыто говорила о том, что я думаю. Я говорила о том, что я могу сделать. Если кто-то подключился бы, я бы не отторгла. Но звать подключиться я бы не стала. Во всяком случае, я видела много сочувствующих этим идеям людей. Но одно дело сочувствовать, другое дело суметь и отстаивать. Это вещи разные. Что требовать от человека того, что он не может сделать? Ну, может быть, и боится, и не сможет сказать, и не сможет обосновать. Мало ли что. Кто знает. Это надо, наверное, нести эту боль с детства, как нам пришлось. Я не уверена, что я сама
по себе могла бы к этому прийти, если бы не было бы у меня это вот, заложено как-то с детства. Мне запало в душу, потому что эту боль несли мои старшие. Я очень часто, так, знаете, ненароком где-то оброненное слово западало в детскую душу, и от папы много вот приходилось какие-то недовольства такого рода, не то чтобы он много об этом говорил, но где-то проскальзывало, нет, но такая какая-то боль с примесью даже гнева иногда, а он у нас очень был спокойный, степенный, редко когда он мог выйти из себя. Для меня это было вообще потрясающе. Что это такое, что могло папу вывести из себя? Мы были на каникулах, мы в аспирантуре были в это время, приехали домой и что-то вот с билетами, такой бархатный сезон же, сентябрь, к этому времени подъезжает, как раз конец августа и все такое, кто-то уезжает, и трудно было с билетами, мы не достали билеты до сентября, и на 2 сентября, я помню как сегодня, были у нас билеты, а 1 сентября папа пошел в школу, и пришел оттуда смертельно бледный. Вернулся в таком виде, что прямо сразу было видно, что-то случилось непоправимо. И мама его встретила и сразу первый вопрос она решила, что кто-то погиб и что-то такое. И она сразу, конечно, спросила, не повестка ли о гибели сына ее, нашего брата. Папа говорит, нет, я вот сама их он сразу, конечно. Ханджама задал. Говорит, желаю шейбо, тогда харцепарки. Абсолютно усхам и хасванаха. Арцевича дариста хас, да и хартон четыре раза халаран барсет. Что даже он не шейбха. Убри нас это я хочу только возможность отвечать, жить и раз. Отвечать и нермещить рус, Олаф Шабмалский. Хочка и кануна, а тенролы тех хочка, рукошами прогациями подбон, а хай расписание лазимст. И расемачки амхани ударишь. Убри и шатан, радуй анагуси ваха абсуаха уйдером, ассимиляция их на разора, абсуает насапка. И хам говорит, хазин беги, хаштру захашига, я его хандрак, хандрак шикодс. Ничего не танкать срехать, что же мне нас доклад Мухаммад Саламта. خلنا عيد طويل بس يحكوا التحية حي بابا جي ماما جيش حكيت بس بيجي ماما رزق بابا نيجي أشخاص اللي شاي استني يختلفون حركوتس بابا خلاص там чем загумал гибшн там я хам гелс мы гем хай папа гиб хад горозы абхам седро гуй лапшон на сине еще архиден да ара такой тем каким босс да как сисино через литературу подсна нас я хочу махцеба я уже сегодня все-таки хакваши أجدك حد خير يعني خلاص كيفشتي هني خلاص كدخل أشتغل فيه بالشمال أو يبسطوا مثلا يبسطوا يبسط الغلط А вообще я считаю, что профессии политика неотделимы. Гражданская позиция, она должна проявляться во всем, и в работе, и в жизни, и в каждом. Да, на мой взгляд.
Даже есть люди, с которыми у меня очень сильные конфликты бывали. Вплоть до вот такого восстания. Не буду называть вам. Был такой случай, когда я очень крутой имела разговор с одним нашим почтенным сотрудником. При всем этом я с ним почтителен, много старше меня. Возраст. И я как человек его все равно уважаю, хотя то, что он сделал, было очень плохо для Абхазии. Я там все сказала. После этого я продолжаю к нему относиться как к человеку. Вот этот Делман, как его по отчеству, Михаил, как его по отчеству, Михаил Михайлович, что ли, он был? Председатель Совета Министров был некогда, который вот в тот период, когда мы написали письмо, запрашивали же Абхазию по этим вопросам, поставленным нами, и он противопоставлял мнение якобы народа. В общем, они давали контраргументы против наших аргументов, потому что долгое время у нас шла вот эта борьба с нашим правительством тогдашним здесь. И он, конечно, знает, что я все это знаю. И, конечно же, он знает мое отношение к его деятельности. И, конечно же, он был освобожден с работы благодаря вот тому, что нам удалось комиссию привести, восстановить школы, где-то пощипать то правительство, которое не так себя вело. Но, несмотря на это, и он ко мне относился очень тепло. И я никогда ему ничего недоброго не говорила. Вот после того, как он уже был освобожден, он работал в ОБНИ, мы с ним встречались, особенно в последнее время, когда он уже был на пенсии, но он не проходил мимо меня. Я иду домой, он тут недалеко от меня жил. Так он часами меня. И в последнее время, бедный, он так плакал. Ой, Тамара, какой я был дурак, а был басипижа, хоть корепстрон. Мне так его было жалко. Ну перестаньте, ну что, ну бывает. Я уже его уговаривала, успокаивала. Ну прошел человек, ну такую, что он, может, верил, что это так правильнее, может, он думал, что это спасение для народа, что он где-то по-своему его оберегал. Не знаю, ну трудно сказать, чем руководствовался человек. Ну лежачего-то не бьют.